B&I Центр – единственный в Якутии охотничий магазин со своим стрелковым тиром, где можно проверить или пристрелять купленный товар. В B&I Центре самый большой выбор патронов, более 25 видов дробовых патронов, более 20 видов нарезных и, конечно же, добротная одежда и снаряжение. Охота и рыбалка – вечные ценности Якутии. B&I Центр. Труда 3/1, Петра Алексеева 2/5, Автодорожная 14А. Серьезный подход к делу. Мы рады вновь приветствовать вас, дорогие друзья, любители нашей передачи. Прошло уже 3 года с тех пор, как вышел первый выпуск телевизионной программы «Охота и рыбалка в Якутии». И сегодня мы выходим в эфир юбилейный 100-й раз. В течение всего этого времени наша съемочная группа побывала во многих местах нашей необъятной республики. Мы старались запечатлеть и показать вам наиболее интересные виды охот и рыбалок. Это были традиционная охота по перу и весной, и осенью, добыча дикого северного оленя в тундре и тайге, снежного барана в труднодоступных горах. Мы показали, как охотиться на косулю и соболя. Наверняка вам понравились кадры про различные способы лова рыбы и зимой, и летом. С вашей стороны, уважаемые зрители, мы ждем откликов, оценки нашей работы. Неплохо будет нам услышать и конструктивную критику. Ну а теперь, уважаемые телезрители, предлагаем вашему вниманию 100-й выпуск «Охоты и рыбалки в Якутии», который посвящается такому легендарному зверю, как волк. Воспетый в песнях, вошедший в мифы и легенды всех народов, могучий и неутомимый хищник – волк. Издревле волк всегда считался жестоким и свирепым зверем, врагом человека. Серый разбойник нападает на домашних животных и на людей, вызывает у человека ужас, глубокий, безумный страх. Но вместе с тем мы относимся к нему с восхищением. Это красивый, сильный, вольнолюбивый зверь. В Якутии обитают 2 подвида этого хищника – тундровый и таежный. Тундровый – Canis lupus albus – один из крупнейших представителей вида. Длина тела этого животного у самцов достигает более 1,5 метра, не считая хвоста, а вес некоторых гигантов доходит до 80 килограммов. Как самки, так и самцы достигают половой зрелости к 2 годам. В отличие от домашних собак, спаривание происходит 1 раз в год. В нашем регионе это происходит в феврале, а в конце апреля, начале мая на свет появляются детеныши. Обычно рождаются 5 волчат. Хищник до мозга костей. Волк находится на вершине пищевой пирамиды. Он может добыть крупного копытного, не побрезгует и мелкими грызунами. Огромная территория Якутии с ее труднодоступными районами, а также специфика образа жизни волков создают большие трудности для определения их количества. Учет с применением вертолетов И-Ан-2 ввиду дороговизны малоэффективен. Зимние маршрутные учеты, которые обязательны для охот пользователей, выполняются некоторыми из них
некачественно или недобросовестно. Однако, по материалам учетных работ, за последние 3 года популяции волков в республике все же имеют тенденцию роста и на сегодня насчитывают 4000 особей. Отовсюду поступают тревожные свидетельства многочисленных случаев нападения волков на домашних оленей, лошадей и на скот. Убытки исчисляются миллионами рублей. Например, в прошлом году жертвами волков стали более 13 тысяч домашних оленей. Фрагменты, остатки косули, которую задрали волки. Значит, первоначально, как я говорил, уже они задрали его в той местности, а потом уже по ходу, значит, видать, может быть, друг у друга отбирали. Они выволокли вот сюда на чистое место и здесь уже довершили трапезу. Ну, вот тут видно, что вот остался только позвоночник, кости таза и ребра. И в довершение тут еще побывали, конечно, лисы, и вороны, которые доклевали вот эти остатки косули. Ну вот, например, характерный вот видно следы зубов волка, значит, волка вот такая трубчатая кость косули, она не представляет никакой, значит, трудности ее перекусить. Они спокойно перекусывают трубчатые кости, значит, лося и более крупных животных. Поэтому вот, видно, что вот он перекусил просто-напросто. Тут объели вот немножко ногу, вот самую мышечную часть, осталась одна кость. Это же взрослая особь, да? Ну это да, это можно сказать, что это уже взрослая косуля. Ну, пол сейчас определить трудно. Только вот остатки остались. Также при большой плотности популяций хищников усиливается пресс на диких копытных, зайца, андатру и других животных, что также приносит значительный урон охоторесурсам. Были вот они, вот свежие, только что вот перед нами. Вот их лошадей нагнали. Но тут в первом визуальном осмотре не видно, что они задрали лошадей. Но они от нашего шума, да, от машины, они вот перескочили дорогу и вот прошли и побежали вот это. Вот они побежали. Да? Да. Вот с них раз, два, три, 4, да? 4 следа. Один из них след этого косули. Скорее всего, его где-то там нагнали. Вот по следам видно, что они лошадей не стали трогать. Оказывается, вот по пути просто попались лошади, а так они погнали этого косулю. Вот с краю след, видимо. Да, это, да, нагнал его. Вот след вот этот прыгнул, это косуля прыгнула. Вот еще один след. Против фактов не попрешь. Необходимо сокращать популяцию волка. Серого хищника поставили вне закона, и ему объявлена война. Сейчас власти обещают выплачивать премию за каждый хвост волка по 30 тысяч рублей. За последние 10 лет на целенаправленное регулирование численности волков из республиканского бюджета было выделено почти 120 миллионов рублей. Всего за это время разными способами добыто более 11 тысяч особей волков. Посмотрите, это крупные волки, в основном северные наши, в Якутии. Посмотрите, какие у них крупные лапы бывают по сравнению с моей ладошкой. Вот моя ладошка, у него вот такая лапа у волка. Поэтому они, конечно, сахатых давят, все тут. Какие методы борьбы с волками существуют? Применение ядов – способ очень результативный и незатратный, но сейчас запрещен повсеместно. Можно охотиться довольно эффективно с помощью, так сказать, негуманных приспособлений – капканов. Бо у тебя в фильме Буран Голгатура.
Буран голы турарга. Аны буран голын бала тепсе уктака. Хырга дүттен уруктак. Хырга дүттен. Бу мана оттотуга. Туга кага. Капкан олар хеде. Катыргы боллагана туга капкан кыстыбатын де. Уран аллар аттыга. Примерно маннык. Бу аламан тема маны байлага жакта. Маны балам махавала туспа хадер. Маннык. Манны гурдун. Манна маха хадер. Онтон алла бу мана тугана халапаналаңы салпетканнан. Бу бартын буран дүттен хырга дүттен оларының урықтақ. Мені қарыла. Қарылама манны туақ құдық, қыраға қар құдық деп бүті әттәмеді. Ачава кені уже біле үлеті уже действует дүйді. Отамарты ама жиннәғ бәтін қырағатын түйеді тоқтады қыманы қасты күн тоқтарынады. Маннык Debbi. Bu bana masaj yakan bitti. Bu atılır mı? Manna memanlık. Bu rahos kına arayıttı. Tük. Bu bana debbi tohta kardan. Soğuk. Üddet demişten olukta. Bu da kapkanı da. Kur'an bu bana kıttı. Onu demişten olukta. Tuğaya. Ötekini olana nadibat. Manlık Только очень умелый, опытный и трудолюбивый промысловик, знающий повадки бдительного хищника, может добыть его в стальную ловушку. Однако в текущем году ожидается запрет и на использование капканов. Вот тут волк попадался на капкан, но, к сожалению, пришли поздно, и остальные собратья взяли, да его и съели. Берцовые кости крупного волка, но они перекусывают, смотрите, вот зубы, перекусывают берцовую кость, это останки этого волка. Вот такие у них мощные зубы, и они даже собратьев едят, потому что попавшийся волк Юлкина уже как беззащитный, и вся стая нападает на него. Вот сейчас я сложу, можно сказать, да, от хвоста, смотрите, осталась часть хвоста, но это мы в ветеринарию увезем. Вот, все-таки это добытый волк, можно сказать, смотрите, ага, останки, ага, вот, разорваны, смотрите, какие крупные зубы у них, прокусывают, вот они, зубы прокусанные. Они вот всю изорвали сначала, шкуру, вот. Видать, живого его, мне кажется, даже ели, потому что вот такие вот отметины бывают, Ёлкина, когда живой волк сидит, он, видать, выл, они напали всей стаей и задавили своего собрата. Вот. Ну да, это волк есть волк, он в трудную минуту, как говорится, своего же собрата съест, глазом не моргнет. Да, и придется вот Степану Григорьевичу сейчас как-то оформлять остатки волка через ветеринарию или как. И выплачивать все равно премию человеку надо. Все равно добыл, как бы волк-то уничтожен. Сами видите, что это не чьи-то останки, а волки. Так что будем, наверное, оформлять через ветеринарию. И там оформляется
акт уничтожения, если кто на будущее это на такое попадется, что волк попался, там сожрали кто-нибудь, там росомаха сожрала или эти склевали. Или молодым охотникам, ну кто не знает. Премия все равно выплачивается, надо через ветеринарию заполнять акт уничтожения туши волка вместе со шкурой, так называется. Справка, это через ветеринарию заверяется районной ветеринарией управлением. Охотоведом, обычно Сокобулт или департамента это заверяется. И на основании этого, в общем, составляется вот это все вместе с останками сдается Сокобулт и оформляется уже акт приемки как бы уже волка. Есть еще один метод – изъятие детенышей на логовищах. Успешно применяется в южных и европейских регионах России, но в наших условиях обнаружить логово зверя очень проблематично. Что остается делать охотникам-промысловикам, коневодам, оленеводам? Только уповать на облавную охоту, не всегда удачную, или на случайную встречу с хитрым и осторожным зверем. Отстрел волков с вертолета в труднодоступных местностях из-за дороговизны авиауслуг отходит на задний план. Несколько дней назад специалисты Министерства сельского хозяйства вылетали на отстрел волков. Съемочная группа охоты и рыбалки в Якутии присоединилась к этой экспедиции. Маршруты полетов охватывали Верхоянский и Тампонский улусы в горно-таежной зоне. Как нам стало известно, в марте планируется применение беспилотного самолета. Необычную технику будут использовать только для обнаружения волчьих стай. Отстрел будет проводиться с вертолетов или менее затратным наземным способом. Мощный галоп волка по глубокому рыхлому снегу производит впечатление. Скорость его бега может достигать 60 км в час.
Подводя итог нашего повествования о регуляции численности волка в Якутии, об отношениях человека и волка, хочется сказать одно. Надо оптимизировать численность серого хищника. И делать это следует осторожно. Не дай бог искоренить полностью всю популяцию этого замечательного животного. Что ж, на этом наша 100-я передача подошла к концу. Всего вам доброго. До новых встреч на экране. Телепроект «Охота и рыбалка» в Якутии приглашает принять участие в фото-видеоконкурсе «Сезон удачи». Работы принимаются до конца марта. Победителей ждут ценные призы. Наш адрес: город Якутск, улица Октябрьская, 10/1, кабинет 405, телефон 35 46 34. BNI Центр – единственный в Якутии охотничий магазин со своим стрелковым тиром, где можно проверить или пристрелять купленный товар. В BNI Центре самый большой выбор патронов, более 25 видов дробовых патронов, более 20 видов нарезных и, конечно же, добротная одежда и снаряжение. Охота и рыбалка – вечные ценности Якутии. BNI Центр. Труда 3/1, Петра Алексеева 2/5, Автодорожная 14А. Серьезный подход к делу.